Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вновь встретиться с вами. Рада приветствовать вас в Коми Республиканском институте развития образования. К сожалению, мы с вами сегодня работаем не на платформе ProofMe, а сегодня мы с вами работаем на платформе YouTube. Поэтому вы меня сейчас не видите, а только слышите. Уважаемые коллеги, на прошлой неделе мы с вами рассмотрели методические рекомендации по составлению расписания уроков для обучающихся начального общего образования. Сегодня мы с вами рассмотрим рекомендации по составлению расписания уроков для обучающихся основного общего и среднего общего образования. Я хочу вам напомнить, что данные рекомендации разработаны Министерством просвещения Российской Федерации, а именно Институтом возрастной физиологии Российской академии образования. Значит, если вы имеете данные документы на руках, у вас есть две методические рекомендации. Одна для начальной школы и вторая для начальной основной. Сразу же хочу вам сказать, что после завершения вебинара я размещу информацию на нашем сайте, и там же вы сможете взять методические рекомендации для основной и средней школы, ну а также мою презентацию. Ну что, начнем. Сегодня мы с вами рассмотрим такие вопросы, как организация образовательной деятельности с учетом периодов работоспособности и утомления. И также рассмотрим гигиенические требования к составлению расписания уроков для обучающихся основного общего и среднего общего образования. Что-то, что взяли наши коллеги из рекомендаций для начальной школы, я буду пропускать, а мы с вами остановимся на требованиях именно к основной и средней школе. Ну что, многочисленными исследованиями установлено наличие тесной связи между состоянием здоровья обучающихся и организацией обучения в образовательной организации. Перед вами нормативная база, на ней мы останавливаться не будем. Единственное, что я напоминаю вам, что все санитарные нормы, правила разработаны с учетом возрастных особенностей обучающихся, направлены на охрану и укрепление здоровья детей и подростков. Естественно, мощным ресурсом в этом направлении является оптимально составленное расписание уроков. Также напоминаю, что в соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации каждая образовательная организация может самостоятельно выбирать систему организации обучения и продолжительность каникул. На сегодняшний день практикуется организация образовательной деятельности в образовательных организациях по учебным четвертям и триместрам при 5- и 6-дневной учебной неделе. У каждой из этих систем есть свои недостатки, есть свои преимущества. Между тем, требования к составлению расписания едины и выполняться должны всеми образовательными организациями. Уважаемые коллеги, не поленюсь еще раз вам напомнить, чтобы вы скачали данные документы, и у вас на вашем компьютере, на рабочем столе обязательно этот список был всегда под рукой, чтобы вы могли посмотреть какие-то нюансы, если будут возникать у вас при разработке вашего конкретно расписания уроков вашей конкретной образовательной организации. Итак, правильно организованное обучение способствует не только приобретению прочных знаний, но и благоприятному росту и развитию обучающихся, укреплению их здоровья. Поскольку расписание уроков строится с учетом изменения умственной работоспособности обучающихся в течение дня и недели, необходимо пояснить, что такое работоспособность вообще, в частности, и что такое умственная работоспособность. Напоминаю вам, работоспособность – это уровень функциональных возможностей организма человека, характеризующийся эффективностью умственной или физической работы, выполняемой за определенный промежуток времени.
Для измерения работоспособности нужно оценить объем и качество работы умственной или физической, которую человек способен выполнить за какое-то фиксированное время. Ну и, соответственно, умственная работоспособность – это способность человека выполнять умственную работу в условиях школьного образования. Это в первую очередь работа с информацией, ее восприятие, запоминание и продуктивное использование. Организацию образовательной деятельности необходимо строить с учетом физиологических принципов изменения работоспособности детей и подростков. Опять же, напоминаю вам рисунок первый, который перед вами сейчас на слайде. На рисунке представлена типичная кривая работоспособности обучающихся. Период вырабатывания характеризуется повышением работоспособности, затем она держится на высоком уровне. Далее закономерно следует период снижения работоспособности и развития утомления. В этом периоде выделяют три зоны: это неполной компенсации, конечного порыва и прогрессивного падения. Мы как бы уже на прошлом занятии с вами поговорили об этом. И еще раз я здесь вам хочу сказать, что любой учитель хорошо знает, что дети одного и того же возраста значительно отличаются друг от друга не только по своим способностям, темпу усвоения знаний, но и по работоспособности, по утомляемости при одной и той же нагрузке. У большинства обучающихся умственная работоспособность повышается от момента пробуждения, достигает минимума между 11 и 13 часами, затем она снижается и вновь повышается в промежутке между 16 и 18 часами. У обучающихся 5-11 классов наиболее высокая работоспособность отмечается на 2-4 уроках. К 5 и особенно к 6 уроку она снижается. Из этих закономерностей следует, что повышенные требования к обучающимся можно предъявлять при завершении периода вырабатывания, когда работоспособность достигла наиболее высокого уровня. В это время целесообразно излагать новый и наиболее сложный учебный материал, давать контрольные работы. Наибольший объем нагрузки должен планироваться в середине учебного дня, учебной недели, четверти и года. Появление начальных признаков снижения учебной работоспособности и развития утомления свидетельствует об окончании периода высокой и устойчивой работоспособности. В зоне прогрессивного падения работоспособности нельзя требовать выполнения интенсивных нагрузок, так как при этом происходит истощение энергетического потенциала организма, что может отрицательно сказаться на состоянии здоровья обучающихся. От чего же зависит продолжительность отдельных периодов работоспособности? Опять же, остановимся на нескольких, потому что мы с вами уже рассматривали данный вопрос. Один из факторов – это возраст. Здесь только, наверное, дополним тем, что чем младше ребенок, тем продолжительнее вырабатывание, короче период оптимальной работоспособности и более резко проявляется утомление. Например, дети могут сохранять активное внимание в возрасте 11-12 лет 25 минут, в 12-15 лет 30 минут. У обучающихся 10-11 классов период эффективной непрерывной интеллектуальной работы, а это 30-35 минут, при этом хорошо сформированные механизмы произвольной регуляции деятельности в этом возрасте позволяют значительно удлинить период высокой работоспособности. При высокой мотивации они могут увлеченно заниматься более продолжительное время. Второй фактор – это состояние здоровья. Вы понимаете, что те дети, которые имеют хронические заболевания, часто болеющие, у них утомляемость наступает еще быстрее. Еще один фактор – это функциональная зрелость организма.
Ну а также продолжительность периодов обрабатывания, утомления зависит еще и от индивидуально типологических особенностей ребенка. Например, у медлительных детей, это с низкой подвижностью нервных процессов, периоды вырабатывания в 1,5-2 раза продолжительнее. У детей с высокоподвижной и неустойчивой нервной системой кривая работоспособности может приобретать сложную форму, и состояние утомления может наступить просто внезапно. Основные нагрузки в школе испытывают на уроке. В соответствии с санитарными правилами количество видов учебной деятельности на учебном занятии может составлять в 5-11 классах от 5 до 7, при этом продолжительность одного вида учебной деятельности может составлять от 7 до 10 минут. Регламентируется и общая продолжительность урока. Установлено, что оптимальная продолжительность урока это 40-45 минут, так как это продолжительность интенсивной интеллектуальной деятельности, в том числе и взрослого человека. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, продолжительность урока не должна превышать 40 минут. При этом хочу сказать, что эффективны первые, пятые и последующие, наименее эффективны первые, пятые и последующие уроки. Учебные предметы различаются по характеру деятельности, трудности, по соотношению статического и динамического компонентам, другим каким-то характеристикам. В начале учебного дня, когда еще высока работоспособность обучающихся, следует ставить предметы, основанные на вербальном, словесном преподавании, русский язык, литература, математика. К концу учебного дня, когда уже снижается продуктивность работы, полезно в расписание включать те уроки, которые основаны на предметном, образном, конкретном восприятии, что существенно легче, чем восприятие речи. Уроки, требующие большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания, не следует проводить в часы наименьшей работоспособности, то есть на первом уроке, когда происходит врабатывание, и на последнем уроке, когда уже возникает и развивается утомление. Вот так, например, наибольшее утомляющее действие оказывают учебные предметы, с которыми обучающиеся встречаются впервые, например, на уроках химии, физики и даже географии. Это связано со сложностью многих тем по химии, перенасыщенностью фактическим материалом по географии и недостаточно наглядным преподаванием этих дисциплин. Уроки по предметам, оказывающим наиболее утомляющее воздействие, следует проводить в часы оптимальной работоспособности. Напоминается тут же, на прошлом занятии мы тоже с вами рассматривали, трудность – это объективное свойство урока, включающее конкретный объем знаний, умений, навыков, которые должен освоить ученик. Интенсивность урока, а утомляемость – это субъективный индивидуальный показатель, характеризующий функциональную стоимость урока для каждого ученика. Нет четких педагогических критерий для оценки трудности урока. Напомним, что трудными являются не только привычные предметы, это математика, физика, химия, русский язык и другие, но и те учебные предметы, которые для обучающегося встречаются впервые. Не рекомендуется сочетание 2 и 3 трудных уроков подряд, лучше чередовать их с менее трудными. Рационально чередование предметов, например, естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками изобразительного искусства, музыки, технологий, физкультуры, что дает возможность обучающимся переключиться с умственной деятельности на другой вид деятельности. Такое переключение служит активным отдыхом и обеспечивает высокую работоспособность не только в течение учебного дня, но и всей учебной недели. Рассмотрим гигиенические требования.
они едины для всех уроков. Значит, напомню, что требования к составлению расписания уроков базируются на двух принципах. Это распределение учебных предметов в соответствии с дневной и недельной динамикой работоспособности и чередование разных видов деятельности. Улучшить состояние ребенка в течение недели, отодвинуть утомление, снять усталость помогают физиологические стимуляторы, о которых мы с вами тоже уже говорили. Это активные прогулки, подвижные игры и физкульт-минутки. Большое значение имеет правильная организация учебной недели. В понедельник происходит постепенное включение обучающихся в учебную деятельность, поэтому их работоспособность в этот день не достигает оптимальных значений. Наиболее продуктивны в этом отношении вторник и среда. С четверга постепенно накапливается утомление, нарастающее в пятницу и субботе. Уже наиболее выраженное утомление обучающихся почти во всех классах отмечают в пятницу и субботу. В понедельник и в последние дни учебной недели недопустимо проводить контрольные работы, опросы, связанные со значительным нервным напряжением обучающихся. Нецелесообразно объяснение нового сложного материала. Также не рекомендуется проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках. Наиболее трудные и утомительные для каждого возраста предметы следует располагать в расписании в дни недели, характеризующиеся высокой работоспособностью, то есть это вторник и среда. Перед вами на слайде оптимальное и нерациональное распределение трудности предметов. Уже вновь об этом говорить не будем, но я решила тут оставить, чтобы, когда вы будете просматривать уже на этих уровнях образования методические рекомендации, чтобы они тоже перед вами были. При планировании учебных занятий необходимо помнить, что в каждой деятельности, в том числе и учебной, есть некий, к сожалению, трудно определяемый уровень эмоционального напряжения, при котором выполнение работы эффективно. Слабые и умеренные эмоции, хотя прогнозировать их воздействие пока тоже невозможно, ведь то, что может быть слабым фактором для одного ребенка, для другого может быть чересчур сильным, являются организующими, а сильные дезорганизующими. Психоэмоциональное напряжение быстро истощает организм и приводит к падению работоспособности. Высоким уровнем психоэмоционального напряжения характеризуются проверочные и иные диагностические работы. В соответствии с документом, который вам представлен, это рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году, рекомендуется проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще одного раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затраченного на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году. Не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится не более одного урока в неделю, причем этот урок должен быть первым или последним в расписании. Не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. Исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий конкретной оценочной процедуры.
проведение предварительных контрольных или проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной процедуры. Однако резкое падение работоспособности и утомительность урока не связаны с его трудностью. Многое еще зависит от уровня и методики преподавания, квалификации учителя, ну и подготовленности ученика. На одном и том же уроке разные дети утомляются по-разному. При правильно составленном расписании уроков наибольшая интенсивность нагрузки для обучающихся 10-11 классов, это количество баллов за день по сумме всех предметов, должна приходиться на вторник или среду. Для обучающихся основной школы на вторник и четверг при несколько облегченной среде. Расписание уроков составлено неправильно, когда наибольшее суммарное число баллов в день приходится на крайние дни или дни недели, или когда одинаково во все дни недели. Важнейшим фактором профилактики утомления является достаточный уровень двигательной активности обучающихся. В режиме дня современных детей преобладают виды деятельности с высокой статической нагрузкой. Одно из средств нормализации двигательной активности и состояния здоровья обучающихся являются уроки физической культуры. Хорошо известно, что правильно организованная двигательная активность – это важнейший фактор формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья человека вне зависимости от его возраста. Наверное, каждый из вас согласится, вы тоже утомляетесь, если немножечко у человека, пусть даже не в большом количестве, а он занимается физической культурой или общей физической какой-то физкультурой, то его состояние гораздо лучше и утомляется он гораздо меньше. Тем более справедливо по отношению к детям и подросткам, для которых процессы роста и развития являются тем фоном, на котором воздействие адекватной двигательной активности особенно значимо. Организованные формы, такие как урок физкультуры, занятия в спортивной секции, благотворно влияют на состояние здоровья и двигательный потенциал детей школьного возраста. Специальными исследованиями доказано, что оптимальная продолжительность урока физкультуры это 40-45 минут, совершенно неэффективен и даже вреден для здоровья режим, при котором проводится одно спарринное занятие в неделю. Каждому обучающемуся для обеспечения необходимого ежедневного объема двигательной активности, кроме уроков физической культуры, нужен определенный комплекс внеурочных занятий. Существует немало форм оздоровительных занятий, которые могут включаться в режим дня обучающегося. Применяется коллективная утренняя гимнастика, игровая деятельность, проводимая перед первым уроком, оздоровительные паузы во время уроков. На удлиненных переменах организуются свободные и индивидуальные и групповые занятия на спортплощадках с преодолением полосы препятствий, бросками в баскетбольную корзину и так далее. Кроме физкульт-минуток и динамических перемен проводят прогулочные, игровые, соревновательные и танцевальные перемены. Правила, теперь мы с вами посмотрим гигиенические требования к составлению расписания уроков для обучающихся основного общего и среднего общего образования. Правила составления расписания для обучающихся основного общего и среднего общего образования базируются на основных гигиенических принципах, также и как на уровне начального образования. Это учет возрастных функциональных возможностей организма детей, это особенности дневной и недельной динамики работоспособности, это чередование разных видов деятельности, это удовлетворение биологической потребности ребенка в движениях. Более подробно остановимся на требованиях
Первое, значит, независимо от возраста обучающихся, учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Недопустимо проведение нулевых уроков и обучение в 3 смены. Обучение выпускных классов должно быть организовано в первую смену. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. В настоящее время есть образовательные организации, где занятия проводятся в 2 смены. В этих общеобразовательных организациях обучение 5, 9, 11 классов и классов с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья проводятся первую смену, а занятия во второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. Второе. При составлении расписания уроков необходимо учитывать ряд параметров, так же как и на уровне начального общего образования. Максимально допустимый недельный объем образовательной нагрузки, максимально допустимый недельный объем внеурочной деятельности, максимально допустимая аудиторная нагрузка в течение дня и общий объем нагрузки в течение дня. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной недельной нагрузки для обучающихся 5-11 классов ограничивается в зависимости от возраста обучающихся. Вот как раз вы видите табличку. Он не должен превышать требований, которые представлены на данной таблице. Важно обратить внимание на то, что максимальный объем учебной нагрузки варьируется в зависимости от продолжительности учебной недели, либо 5, либо 6-дневной. В режиме учебного дня предусмотрена внеурочная деятельность, длительность которой для всех классов не должна превышать 10 академических часов в неделю. Это важный компонент образовательного процесса, и важно помнить, что часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещения театров, музеев и каких-то других мероприятий. Далее, значит, так, возвращусь. Объем обязательной части образовательной программы должен составлять для основного общего образования 70% и среднего общего образования 60%. Суммарный объем обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках регламентированного максимального общего объема недельной образовательной нагрузки. Проведение внеурочной деятельности позволяет расширить рамки образовательной деятельности обучающихся и разнообразить ее содержание. Недопустимо использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность, на организацию дополнительных занятий по учебным предметам, так как это приводит к чрезмерной учебной нагрузке, к выраженному утомлению детей в течение учебного дня, недели, года, ну и в конечном итоге неблагоприятно скажется на здоровье детей. Образовательная недельная нагрузка должна равномерно распределяться в течение учебной недели. Для того, чтобы образовательная нагрузка в течение дня не была чрезмерной, не приводила к выраженному утомлению детей, нормируется объем максимально допустимой нагрузки в течение дня. Он должен быть для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков, для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков.
Если в режиме дня предусмотрены факультативные занятия или занятия по программам дополнительного образования, то их следует планировать в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных или дополнительных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. При составлении расписания уроков нужно учитывать не только количественные параметры учебной нагрузки, но и его содержательную часть, в том числе учитывая шкалу трудности. Научными исследованиями установлено, что биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10-12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков трудные предметы должны проводиться для обучающихся основного и среднего общего образования на вторых-четвертых уроках. Не одинакова умственная работоспособность обучающихся в разные дни учебной недели. Уровень умственной работоспособности нарастает в середине недели, остается низким в начале в понедельник и в конце недели в пятницу и в субботу. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и среду. Но на эти дни в расписании включаются учебные предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудностей, либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудностей, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. Учебные предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны группироваться в один день. При составлении расписания уроков необходимо пользоваться данными, которые приведены в таблице, которая представлена. На следующем слайде я также покажу. Здесь представлена шкала трудностей на уровне основного общего образования. И следующая таблица – это уже уровень среднего общего образования. Уважаемые коллеги, я хочу вам напомнить, что в данных методических рекомендациях в приложениях все эти таблицы есть. Занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе последних уроков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы. Для обучающихся основного общего и среднего общего образования при составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели. Естественно, математические с гуманитарными, о чем я уже говорила ранее. В течение учебного дня следует проводить не более одной контрольной работы. Проводить их рекомендуется на 2-4 уроках, когда умственная работоспособность обучающихся наиболее высокая. Для сохранения и восстановления работоспособности обучающихся в расписании уроков необходимо предусмотреть достаточные по длительности перемены. Между уроками это не менее 10 минут. Большой перемены после 2 или 3 урока это 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается устанавливать 2 перемены по 20 минут, каждая после 2 и 3 уроков. Ну вот, в принципе, мы с вами рассмотрели основные моменты, да, вот когда мы с вами на вебинаре по начальному общему образованию рассматривали основные вопросы, которые касаются и основного, среднего, а сегодня я остановилась именно на данных уровнях. Далее представлен опять же список рекомендуемой литературы, которым вы можете воспользоваться. Ну и далее приложение для
по составлению расписания для обучающихся основного общего образования среднего именно в методический более дополненный. Здесь вы можете увидеть рекомендуемый комплекс упражнений физкульт-минуток. Во втором приложении представлены основные требования и рекомендации к составлению расписания для обучающихся. Я здесь его тоже представила. Ну и далее представлено примерное расписание уроков для обучающихся основного общего образования при 5-дневной неделе, примерное расписание уроков для обучающихся при 6-дневной неделе, также примерное расписание уроков для обучающихся среднего общего образования для универсального обучения, это непрофильное обучение, 5-дневная неделя, и также примерное расписание уроков для обучающихся среднего общего образования для универсального обучения, то есть непрофильное обучение, 6-дневная неделя. Ну, что я хочу сказать в заключении, нужно еще раз подчеркнуть, что расписание уроков каждой образовательной организации имеет элемент уникальности, так как качественное и количественное наполнение конкретным содержанием зависит от целого комплекса факторов. Это и содержание учебного плана образовательной организации, включающего не только обязательную часть, но и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Это число параллелей классов, наличие необходимого количества педагогов по всем преподаваемым учебным предметам. Конечно же, это материально-техническое оснащение образовательной организации, количество специализированных предметных кабинетов и спортивных залов и многое другое. Значит, приведенные в данных методических рекомендациях примеры составления расписания представляют собой иллюстрацию использования гигиенических принципов составления расписания. Нормирование недельной и дневной учебной нагрузки в зависимости от возраста обучающихся, учет дневной и недельной динамики работоспособности, учет шкал трудностей, предметов, чередование разных видов деятельности. Ну вот, уважаемые коллеги, мы с вами в принципе рассмотрели оба комплекта методических рекомендаций. Мне кажется, довольно так конкретно расписана вся информация, поэтому я надеюсь, что она будет вам полезной, вы будете использовать ее в дальнейшей своей работе. Ну, а я от себя лично поздравляю вас всех с наступающим праздником, днем 8 марта. Желаю вам всем крепкого здоровья, желаю здоровья вашим ученикам и вашим родителям. Ну и до скорых встреч. Напоминаю, что сегодня презентацию и методические рекомендации, если у кого-то еще их не было, я размещу на нашем сайте в новостной ленте. Вы можете оттуда их скачать. Ну что, спасибо, до свидания. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните в информационном письме. Информация о номере моего телефона и мой электронный адрес также представлены. До свидания.